Печорское речное училище «Сохраним». Об этом рассказал глава Коми в своем ежедневном обращении. До конца учебного года училище работает в штатном режиме, как филиал федерального вуза. А в новом учебном году оно продолжит работу в своем здании, но уже в составе Печорского промышленного экономического техникума. Все направления обучения будут сохранены, а материально-техническая база обновится. Финансированию образовательного процесса речного училища, а также обновление материально-технической базы республика берет на себя. Ольга Коняева знает подробности. В 2018 году Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова уже пытался закрыть свой филиал в республике Коми. Но сейчас решение со стороны вуза окончательное. Владимир Уйба провел переговоры лично с руководством университета. Понятна их позиция, что экономически содержание училища нецелесообразно, и они приняли окончательное решение со своей стороны о закрытии училища. Наша позиция: училище закрывать мы не будем, училище будет продолжать работать именно как в составе нашего техникума, именно как училище речное. То есть точно так же будут по 3 специальностям выпускаться специалисты. О чем договорились? До конца этого учебного года училище работает как филиал федерального вуза. 59 выпускников сдадут экзамены и получат дипломы. Далее речное училище продолжит работать в своем историческом здании, но в составе Печорского промышленно-экономического техникума. Финансирование образовательного процесса, содержание имущественного комплекса и обновление материально-технической базы – все республика берет на себя. Провели подсчет. Нам необходимо предусмотреть в бюджете республики на 2023 год и пролонгировать эту сумму на 2024-2025 115 миллионов рублей. Деньги, безусловно, очень большие, но сейчас мы смотрим не в объем средств, а в то, что нам нужно, в социальную направленность, в том, что нам нужно сохранить это училище именно как училище речное. Еще раз повторяю, нам нужны специалисты, и нам в обязательном порядке нужно сохранить возможность обучать ребят, чтобы ребята наши не уезжали из республики. Чтобы взять речное училище под свое крыло, Печорский промышленный экономический техникум должен получить образовательную лицензию по этому направлению. Для этого уже с 1 января начнется перевод преподавателей ПРУ в штат техникума. Параллельно произойдет передача имущества из федеральной в региональную собственность, в том числе и все учебные материалы и речное судно для отработки практики. Планируется, что летом в зданиях пройдет ремонт. Остановки учебного процесса не будет. Мы нацелены на то, чтобы, начиная с июня, уже имея лицензию, летнее время провести ремонты. А ремонты, я сказал, там достаточно большие будут. И по самому зданию, по учебному, и по вспомогательным помещениям. И новый набор на первый курс новых курсантов. С тем, чтобы не прерывать процесс. Печорское речное училище единственное в Коми готовит специалистов речного флота, начиная с 1935 года. 3 направления подготовки и историческое здание будут сохранены. 27 декабря на площадке ПРУ состоится общее собрание с участием регионального правительства и представителей федерального вуза, где еще раз сверят планы по переводу и сохранению учебного заведения. Так что тем, кто планировал поступать в речное училище, самое время начать готовиться к предстоящим вступительным испытаниям. Ольга Коняева, телеканал Юрган.